просьба о том, что в нашей больнице не хватает медперсонала, о том, что нужна помощь. И я с другими ребятами с нашего курса, не обдумывая, решились помочь им. Наравне с опытными врачами они стояли на передовой в ковидных госпиталях. Эльбрус на 3-м курсе начал работать в красной зоне. До этого студент всего-то 3 месяца практиковался в реанимационной. Будущий хирург шел за опытом и знаниями и получил лучшая практика для будущего медика. Работа с пациентами помогает осознать, насколько важен труд врачей. Это обстановка, которая очень наводила реально ужас, давила, буквально давила на нас, и было очень тяжело работать. Почему ты решил идти дальше? Честно говоря, меня на это наставил именно отец. Он сказал: сделай так, чтобы окружающие тебя люди получили большую пользу от тебя. Вот так на чистом энтузиазме студенты-медики помогали врачам в свободное от учебы время с 4 вечера до 8 утра и полные рабочие дни по выходным. Больше боялись даже не за себя, а за близких, вспоминает Эльбрус. Нам руководство предоставило место, где мы сможем отдыхать, и гостиница «Аса» наша была точкой отдыха, так сказать. И месяц мы с моими коллегами вместе там поработали, и в течение месяца мы вообще не ездили домой. И то чувство, когда мы в первый раз поехали домой, было очень радостным ощущением. То, что мы смогли увидеть наконец своих близких, родных, осознать то, что они в порядке, то, что все хорошо с ними. Это было очень приятно. Ковидом переболели все волонтеры-медики. Пока одни из них буквально жили в красной зоне, ставили капельницы, делали уколы и оказывали экстренную помощь. Студенты других факультетов поадресно развозили продукты, лекарства и помогали тем, кто находился на самоизоляции. Малоимущая семья была, и так получилось, что у них 2 человека были ковидниками. Переболели ковидом, один вроде в реанимации лежал. И нам поступила заявка на продуктовую помощь. Мы туда выехали, точнее выехали наши волонтеры, я только курировала. И то, что они увидели, была очень плачевная ситуация такая была. Хозяин дома, он лежал в больнице с ковидом, он лежал в реанимации. Ситуация была плачевная, у них не было денег. И продуктовая помощь была оказана. Время волонтеров расписано буквально по часам. Сейчас, например, ребята ожидают начала экзамена. Кстати, у всех получается совмещать и учебу, и практику. А у них поблажек не будет? Какие поблажки? 25 студентов НГУ получили благодарственные письма от руководства Всероссийского движения волонтеров-медиков. Сейчас от медфакультета в нем участвуют свыше 700 человек, и 100 из них помогают в красной зоне. Вот я не работаю в красной зоне, потому что у меня куча всяких болячек, которые мне препятствуют этим заниматься. А они нет, поэтому я думаю, справятся и справляются. Какие отзывы о ваших студентах? Отзывы хорошие, отзывы замечательные, что вот если бы не они и так далее и тому подобное. Отзывы очень хорошие. Они, конечно, подросли за все это время. Мало того, не только в количественном составе, но и сами уже стали взрослыми, очень самодостаточными стали. Это 5-е, 6-е курсы. И для того, чтобы была преемственность, мы стараемся, чтобы вовлекались в это волонтерское движение студенты, начиная даже с 1-го курса. Хотя 1-й курс – это как бы начало учебы, бывает проблематично, но преимущественно это 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-е курсы. А тем временем у будущих медиков начался экзамен. После него многих ждет практика. Работа в красной зоне, продуктовая и лекарственная помощь. Волонтеры ни на минуту не прекращают свою деятельность. Если кто-то хочет вступить в их ряды или узнать о медиках больше, то можно посмотреть через их страницу в Инстаграме. Волонтеры-медики также адресно помогают тем, кто оставляет заявку на странице. Хава Гайзикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.